Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Новый толчок в развитии сотрудничества в области здравоохранения. В Сухуми проходит второй Абхазский медицинский форум. Из госслужащего фотографа. Работа абхазского фотографа Эльзы Чанба стабильно появляются на страницах зарубежных глянцевых журналов. Единственный гуманный способ сокращения количества бездомных животных. Акцию по бесплатной стерилизации собак провели в Сухуми. Меморандум о сотрудничестве между МЧС Абхазии и Министерством здравоохранения России подписали в ходе открытия второго Абхазского медицинского форума. Свои подписи поставили главы ведомств Лев Квициня и Михаил Мурашко. Президент Абхазии Аслан Бжани открыл форум, в котором приняли участие 4 министра здравоохранения – Абхазии, России, Южной Осетии и Приднестровья. Подробнее Надежда Боровикова. Открывая второй Абхазский медицинский форум, президент Аслан Бжани приветствовал его гостей и участников, отметив, что мероприятие становится доброй традицией, которая была заложена в прошлом году. Это событие, собравшее вместе академиков, докторов и кандидатов медицинских наук, ученых, имеет большое значение для развития медицины. Форум призван объединить представителей органов управления здравоохранением, врачей, специалистов и экспертов для поиска совместных решений и разработки стратегий, направленных на улучшение системы здравоохранения и обеспечение качественной медицинской помощи нашим гражданам. Убежден, что участие в этом форуме станет неотъемлемой составляющей на пути развития медицинской отрасли в республике. Министр здравоохранения Эдуард Будба подчеркнул, что это первый медицинский форум, в котором участвуют министры 3 дружественных стран – России, Южной Осетии и Приднестровья. Хотелось бы отметить, что все врачебное сообщество нашей республики – это люди, получившие медицинское образование в высших учебных заведениях Российской Федерации. Я сам оканчивал Сеченовский университет, и многие мои коллеги – выпускники лучших медицинских вузов России. Обмен опытом между абхазскими, российскими, юго-осетинскими и приднестровскими специалистами различных медицинских профилей, работа в дискуссионном и в семинарском формате, предусмотренной программой Абхазского медицинского форума, безусловно, послужат развитию и укреплению международных связей, обеспечат выход на принципиально новый уровень сотрудничества наших стран в области медицины. России и Абхазии необходимо выработать принципиальные стратегические подходы по развитию здравоохранения в республике, заявил на открытии форума глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он отметил заинтересованность руководства страны в развитии отрасли. Это мой первый визит, и я просто воодушевлен видами, которые открываются нашему взору, людьми, с которыми нам удалось вчера пообщаться, в том числе на улицах. Прекрасный народ, прекрасные, доброжелательные люди. И я хотел бы несколько принципиальных вещей на сегодня озвучить. Первое. Во-первых, я глубоко признателен Аслану Георгиевичу, что в период пандемии, в период тяжелой для всех такой ситуации в системе здравоохранения среди населения вы доверили нам оказать медицинскую помощь. Мы направили своих специалистов, спасли многие десятки и сотни тысяч людей. Безусловно, когда отступает пандемия, на повестку возвращаются те серьезные и большие задачи, которые стоят перед отраслью здравоохранения, как по борьбе с неинфекционными заболеваниями, формированием здорового образа жизни, так и готовностью к новым возможным инфекционным вызовам, которые, тем не менее, продолжают оставаться для системы здравоохранения актуальными. Взаимодействуя непосредственно со своими коллегами, с Эдуардом Валерьяновичем, мы прекрасно понимаем, что период летний всегда для Абхазии и для нас является таким периодом испытаний. Мы должны, взаимодействуя, оказывать помощь отдыхающим, местным жителям, всегда приходить на помощь. Поэтому я думаю, что сегодняшняя наша встреча, у меня будет возможность сегодня обсудить это со своими коллегами в двухстороннем формате,
нам выработать необходимо принципиальные стратегические подходы по развитию здравоохранения. С приветственными словами и пожеланиями плодотворной работы всем участникам форума выступили министр здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики Кристина Албул и министр здравоохранения Южной Осетии Томас Джеккаев. От лица президента Республики Южная Осетия Алана Эдуардовича Гаглоева и от нашей делегации хочу поблагодарить вас за приглашение. Участие в форуме дает новые возможности для взаимодействия и обмена опытом между специалистами. Этот форум затрагивает многие актуальные вопросы здравоохранения наших стран на современном этапе развития. Очень важно, что основное внимание на конференции уделяется сотрудничеству наших органов здравоохранения с Минздравом России. Проведение таких форумов способствует улучшению качества здравоохранения наших стран. Надеюсь, что полученные результаты будут полезны всем участникам и действительно найдут свое применение в практической деятельности. Сегодня на этой площадке собрались специалисты отрасли из различных стран, ученые, эксперты, практикующие врачи. На этой уникальной площадке у нас есть возможность сегодня поделиться новыми знаниями, практическими навыками, найти пути решения наиболее актуальных вопросов в системе здравоохранения и наладить международное сотрудничество на благо наших граждан. Завершая вступительную часть форума, Михаил Мурашко и Лев Квициня подписали меморандум о сотрудничестве между МЧС Абхазии и Министерством здравоохранения России в области ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций. После небольшого перерыва участники форума приступили к обмену опытом. В рамках первого дня медики представят доклады о медицинской реабилитации и профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В этот же день президент Абхазии Аслан Бжани встретился с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. Аслан Бжани наградил министра здравоохранения России орденом Магдебша второй степени. Он отметил, что благодаря деятельности Минздрава Российской Федерации были спасены жизни сотен абхазских граждан. Второй абхазский медфорум даст новый толчок в развитии сотрудничества в области здравоохранения, сказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он отметил, что Абхазия и Россия уже проводят ряд совместных программ, в том числе в области лекарственного обеспечения и подготовки кадров. В рамках второго абхазского медицинского форума в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил республиканскую больницу в Сухуми. Его сопровождали глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба и исполняющий обязанности главврача Эрик Хатхва. Мурашко ознакомился с положением дел в медучреждении, пообщался с врачами и пациентами. Мурашко рассказал журналистам, что вопросы кадрового обеспечения медучреждений Абхазии необходимы специалистами в период наплыва туристов и эвакуации у Минздрава России в приоритете. Врачи-участники второго абхазского медицинского форума осматривают пациентов в лечебных учреждениях Сухума. Руководитель Центра реабилитации МедСи Елизавета Конева посещает Республиканский реабилитационный центр уже второй раз. Она высоко оценила профессионализм абхазских реабилитологов и отметила прогресс, которого достигли дети, которых она осматривала год назад. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире первый выпуск нового проекта Первого канала «Глобальное большинство». Автор идеи, ведущий программы, министр иностранных дел Абхазии Нал Арденбе, продюсер Лариса Кривцова. Президент Сирии Башар Асад направил приветственный адрес бабушке министра иностранных дел Абхазии Нал Арденбе Лидии Губли. Он отметил, что общение с Лидией Константиновной сильно повлияло на ее внука и пожелал ей здоровья и долгих лет жизни. Бесспорно, что ваше присутствие в его жизни способствовало обогащению его знаний и опыта. И нет никаких сомнений в том, что наши две страны всегда будут работать на благо наших народов и народов мира. И что будущее наших внуков будет светлым, говорится в тексте. Ранее в эфире программы «Глобальное большинство» на Первом канале Арденбе рассказал о том, что его бабушка горячо поддерживала борьбу сирийского лидера против западных стран. С
Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба провел встречу с основателями платформы «Современное государство» Саидом Будбой и Бесланом Аджба. Обсуждались перспективы развития данной организации, одним из направлений деятельности которой является изучение широкого общественного мнения по различным вопросам. По мнению представителей платформы, их деятельность будет оказывать положительное влияние на развитие государства и общества. Со своей стороны Лаша Ашуба отметил, что взаимодействие и постоянный диалог с подобного рода организацией будет способствовать стабильности. Особое внимание было уделено работе с молодежью. Информация правоохранителей. Следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителя благотворительного фонда социально-культурных инициатив Азамата Богателия. Основной целью создания фонда является осуществление благотворительной деятельности, направленной на социальную защиту малообеспеченных и обездоленных слоев населения. В сообщении МВД говорится, что у благотворительного фонда 27 февраля 2023 года истекла лицензия на благотворительность, которая освобождала юрлицо от уплаты налогов, сборов и иных государственных платежей. Поэтому Азамату Богателю вменяется умышленное уклонение от налоговых платежей в размере более 1,5 миллиона рублей за 2023 год. После проверки Управления экономической безопасности МВД благотворительным фондом была уплачена недостающая сумма, однако данный факт не повлиял на решение о возбуждении уголовного дела. 1771 нарушение правил дорожного движения выявили сотрудники ГАИ за прошедшую неделю. Из них 113 за нарушение норм тонирования автостекол, 59 водителей привлечены к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Из них 53 лишены водительских удостоверений. С 10 по 12 мая 2024 года Абхазский государственный университет проведет Олимпиаду школьников «Путь к вершинам». Основными целями Олимпиады являются развитие творческих способностей и интереса к научной деятельности у талантливой молодежи, популяризация научных знаний, создание условий для интеллектуального развития и поддержки одаренных школьников, оказание содействия молодежи в профессиональной ориентации и выборе образовательных траекторий. Победители Олимпиады будут зачислены в университет без вступительных испытаний на бюджетной основе. Подробнее о графике проведения профильных предметах Олимпиады читайте на официальном сайте АГУ. В преддверии празднования Дня Земли в рамках проектов повышения устойчивости населения к климатическим рискам организовано уникальное мероприятие для молодых экологов. Событие собрало школьников из эко-клубов Сухума, Уарчи и Ткварчала, чтобы вместе исследовать влияние климата на почву Ткварчала и узнать, как можно защитить и рационально использовать природные ресурсы. Основные цели и задачи мероприятия – это формирование у школьников основ экологической культуры и развитие чувства ответственности, воспитания любви к природе. Мероприятие было организовано в виде командного взаимодействия с разделением на группы, обеспечивая каждой возможность для практической работы и коллективного обучения. В эфире Абаза ТВ продолжается новая рубрика «Люди дела». Ее герои – граждане страны, мужчины и женщины, предприниматели, спортсмены, актеры и фермеры. Все те, кто приложил максимальные усилия для развития своей сферы деятельности. Работы абхазского фотографа Эльзы Чанба стабильно появляются на страницах зарубежных глянцевых журналов. Это и портретные съемки, и сценические, и кадры с репетиций театров. В Абхазии Эльза побеждала в номинации «Фоторепортаж» конкурса журналистов «Взгляд-2023», проводимого представительством Россотрудничества. О своем творческом пути и том, как фото из Сухума напечатать в нью-йоркском журнале, Эльза рассказала моей коллеге. Слово Элеоноре Гилаян. Эльза Чанба стала фотографом в тот период жизни, когда люди редко делают кардинальные профессиональные повороты. Проработав много лет на госслужбе, многодетная мама ушла в домохозяйки. И тут в ее жизнь пришла фотография. В каком-то смысле вернулась. Исходя из того, что я какое-то время проработала послевоенно на абхазском телевидении, выпускающем эфиры. Технически я была монтажером. То есть к картинке я отношусь очень хорошо. И думаю, что я делаю это профессионально. И захотелось немножко изменить формат. И то, что мне нравилось всегда, сейчас появилось время заниматься этим больше. И так получилось, что
немножечко были сложности в том плане, что когда ты уходишь с одного дела в другое, на тебе висит долго ярлык прежнего дела. То есть мне было сложно показать людям, что я не чиновник, у которого сейчас какая-то блажь в голове, да, и пользуется этой блажью просто для того, чтобы себя там заполнить. А именно то, что это вот то, чем я хочу и люблю заниматься. 2 года фотография была просто хобби для Эльзы. Со временем друзья из сферы культуры начали доверять фотографу какие-то съемки уже для дела. Спектакли, репетиции, выставки, передачи. Особенную роль сыграл театр. Мы стали снимать не просто спектакли, а паспорт спектакля. То есть так, для того, чтобы было видно самим артистам, как они выглядят снаружи, как мимика работает, как свет работает. Вот. То есть это было нужно и для режиссера, и для световика, и для самих артистов. Вот. И для того, чтобы передать произведение так, как поставлена цель его передать. Это очень льстит моя фишка, когда я прихожу, вижу там, или моим детям это очень нравится, они своим друзьям тоже говорят, вот смотрите, вот это вот моя мама там делала. Мне очень нравится, когда режиссеры, которых приглашают время от времени наши театры, пишут мне: Эльза, мы хотим с вами поработать. То есть это, конечно, мотивирует. Первый международный конкурс, на который Эльза отправила свои работы, 35 Awards. Это крупная международная премия, основанная в 2015 году создателями профессионального фотосообщества. У Эльзы хороший рейтинг и диплом участника конкурса. В этом конкурсе очень хорошая вещь, как рейтинг. То есть ты не просто выставляешь что-то, ты видишь свой рейтинг среди остальных фотографов, плюс ты принимаешь участие в отборе в самом конкурсе, как голосование, и твой голос тоже важен. И вот ты тоже видишь, насколько ты отличаешься от других, что нужно лучше, что нужно хуже, где как, что востребовано, что на самом деле красиво, что некрасиво, что избито. Вот ты ходишь от пафоса, от клише какого-то. Вот, смотришь на обработку определенную. Вот, уходишь от определенной обработки. Потом Эльза решила, что свои фотографии можно показывать и более широкой аудитории. Так появилась идея зарегистрироваться на международной площадке для фотографов «Кавиар». «Кавиар» — это так называемый сайт-агрегатор для глянцевой индустрии. Журналы со всего мира именно там ищут фотографов, фотографии, моделей, стилистов, продюсеров. Именно с этого сайта работы Эльзы Чанба попадают на страницы и даже обложки зарубежных глянцевых журналов. И вот первый журнал, который вышел в Нью-Йорке и на баннере в Нью-Йорках был, это вот Coral Avenue. И там были, у меня такая тематика была «Люди сцены». И мне хотелось показать, что люди сцены красивы не только в молодости, да, и люди культуры, они красивы и в любом их возрастном, да. Вот. И мне так понравилось, что они взяли у меня Майю Джекирба из спектакля с посторонним из Абхазского театра. И в этом же журнале находится ее дочь-художник Абша Хагба. И как раз тогда был день, когда, помнишь, мы в галерее расчистили и делали выставку вот в заброшенной галерее. Вот мне это понравилось, что как-то вот, ну вот все вот сплелось, да. И наши девочки с Росдрама здесь. Ну вот как-то вот мне показалось, что вот эта вот связь поколений, межкультурная какая-то связь, потому что люди все разные, да, разных профессий. Вот оно попало в этот журнал. И мне захотелось увидеть, потрогать, посмотреть, как выглядит в печати, как печать за границей отличается от печати, которую делают здесь. Ну, конечно, отличается. Вот я позволила себе выписать. К сожалению, все журналы свои выписать я не могу. Их вышло уже около 16-17 во Франции, в Африке, в Америке, в Милане, в Канаде, в Греции. Ну, вот как-то вот так вот. Цена печатного журнала варьирует от 60 до $80. Из недавнего серия фотографий с абхазской моделью Викторией Квицине заинтересовала сразу несколько европейских глянцевых изданий. Вика следила за моей страницей тоже, и она сказала: Эльзоровна, я хочу попробовать с вами, посмотреть, как я буду у вас и как вам интересно это или нет. Единственная была моя просьба самой выбрать локацию, потому что, вот, ну, честно, вот сил на вот это вот у меня нет. Я люблю работать с режиссером. Мне так спокойнее. Я вижу свою задачу, и я отключаюсь и начинаю жить этим. И вот мы с Викой на подхвате по-быстрому, как-то у нас не получалось. Потом день выдался, пошли тоже в полуразрушенном здании с минимумом декорации, с минимумом одежды. Часть была моя, часть была ее. То есть мы даже не знали, что получится.
Вот. Из того, что планировали, кстати, получилось больше то, что было не запланировано. Вот. И вот получилось. Мы пофоткали, где склад, площадка. То есть там же напротив есть такая же площадка, но она еще не застеклена, ничего. То есть получается свет хороший, большая вот такой коридор, такой огромный, и воздух. И Вика. Единственная моя просьба была к Вике, вот моя концепция была, чтобы она была, на ней минимальная была, краски не было, то есть мне важно было показать ее саму, сущность ее. Да, все фотографии с Викой, которые были разрешены ею мне пользоваться. То есть там была часть, которая была для ее портфолио. Вот, я не имею права этим пользоваться, потому что это ее агентство. А есть часть, которая вот как бы моя была, и есть какие-то определенные этические договоренности, и вот они все прошли. И, как ни странно, до того, как она поехала в Милан, прошло вот в Милане 2 журнала, забрали ее все фотографии, и вот как раз-таки в Короле, и во Франции тоже прошли. То есть мы как-то успели с ее заграничными гастролями. Ничем, кроме фотоискусства, Эльза Чанба сейчас не занимается. Правда, и это ремесло не превращает в бизнес. Никаких свадеб, застолий и исключительно коммерческих съемок. В объективе должно быть то, что интересно и привлекательно для самого автора, иначе кадр будет не настоящим. Так считает Эльза Чанба, и, видимо, с ней соглашаются множество глянцевых редакций по миру, на страницах которых теперь печатаются абхазские лица. Элеонора Гилаян, Инала Гухава, Абаза ТВ. Торгпред Абхазии в России Олег Барциц принял участие в конференции «Россия и Южный Кавказ. Сила притяжения» в Цхинвале. Участники мероприятия – представители научных и экспертных кругов, политики, журналисты из России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Узбекистана. Наш курс на братский союз с Россией непоколебим. Также для нас весьма важно развитие экономических и культурных связей со странами евразийского пространства, подчеркнул в своем выступлении Барциц. 48 бездомных и хозяйских собак Сухума были простерилизованы в ходе благотворительной акции, организованной администрацией города Сухум и зоозащитной организацией «Добрый город». 20 и 21 апреля на территории приюта в селе Дзыгута стерилизацию проводила квалифицированный ветеринар из Сочи Олеся Каратич. Волонтеры и жители столицы выразили благодарность главе администрации Сухума Беслану Эшбе и его заместителю Астамуру Ашуба за всестороннюю помощь в организации акции по стерилизации. Тему продолжит Анастасия Никонова. Я вообще не ожидала. В машину, когда посадила, так спокойно. 20 и 21 апреля в приюте для собак в селе Дзыгута прошла бесплатная для бездомных собак и льготная для домашних питомцев стерилизация. Эту долгожданную и гуманную акцию организовали администрация Сухума и зоозащитная организация «Добрый город». С раннего утра волонтеры везли собак с таких мест, как Центральный рынок, Набережная столицы, Новый район и Старый поселок. По словам волонтеров, в этих местах количество собак увеличивается ежемесячно. Именно там жители нашей страны оставляют потомство своих собак. Собак мы привезли с набережной Сухума, с турбазы и Новый район. И что я могу сказать, стерилизация нам очень нужна. Благодарны администрации города за эту акцию. И мы бы хотели, чтобы получилось все, и чтобы эти акции вошли у нас на постоянную основу, потому что нам очень нужно сокращать популяцию бездомных животных. А по-другому никак, это единственный гуманный способ. Жительница Сухума Екатерина Абасова привезла на льготную стерилизацию 2 собак с улицы Чанба. По ее словам, их выбросили еще щенками. Волонтер их подкармливала и следила за ними как могла. Узнав об акции, не раздумывая, позвонила представителям зоозащитной организации «Добрый город» и записала собак на операцию по стерилизации. Об акции узнала из интернета, потому что следила за этим. Сейчас проходила большая акция по стерилизации в Гагре. Я давний друг всех приютов и бездомных собак. Мы волонтерим, это не волонтерство, это по состоянию души, потому что когда вот такие вот несчастные ходят по городу, сердце кровью обливается. И нужно с этим что-то делать. Многие говорят, что нужно убрать бездомных собак, но тогда мы захлебнемся в шакалах, крысах и прочем безобразии. У нас Чанба, конечно, это просто ад какой-то, потому что собаки появляются каждый день. И если не стерилизовать собак, то от этой
проблемы мы не уйдем. Мы не уйдем от боли, от горя, от несчастных голодных глаз. Поэтому я очень благодарна и нашему фонду «Добрый город», и администрации города, и мэру нашему. Насколько я знаю, у него, по-моему, тоже собака из бездомных была, потому что в Афоне меня просили пристроить собаку, я выставила объявление, а через сколько-то времени узнала, что ее забрал мэр города наш. Поэтому, если я не ошибаюсь, но, по-моему, не ошибаюсь, поэтому вот их надо куда-то, что-то с ними нужно делать. Мы их кормим как можем, обрабатываем, но нужно уходить. Цивилизованный способ должен быть. Мы же люди, мы взрослые, мы умные, мы разумные, мы хотим жить в стране души, поэтому в стране души не место голодным, несчастным и больным. Стаффорда Хлою хозяйка Лали Гогия привезла на стерилизацию. Пока ожидали своей очереди, она рассказала, что как только питомец появился дома, было принято решение об операции. Плодить щенков и мучить свое животное, как многие, я не собираюсь, добавила Лали. У нас такая проблема в Абхазии, конечно, есть. И я считаю, что нужно стерилизовать и побольше таких акций делать, чтобы не было бездомных собак. Всего населения большое, огромное спасибо. Я думаю, что администрация это не первый раз, а будет и в дальнейшем устраивать такие акции. Я считаю, что это благое дело вообще для нас. И спасибо огромное от всех. Провела стерилизацию квалифицированный врач из Сочи Олеся Коротич. Ветеринар рассказала о необходимости стерилизации в первую очередь для здоровья самого питомца. Помимо нежелательного потомства, стерилизация – это профилактика ряда болезней, в том числе венерических и онкологических заболеваний. Стерилизованные животные – это здоровье собаки и продолжительность жизни у них дольше. Если собаку стерилизовать до первой течки в возрасте 4-6 месяцев, 95% того, что не будет рака молочной железы. Если собаку не стерилизуют, и собака течет регулярно 2 раза в год или, может, реже, смотря от физиологии собаки, у них случаются ложные щенности, это может спровоцировать сахарный диабет. Если и таких собаки, когда подвергаются стерилизации, то этот сахарный диабет излечивается без применения инсулина. Роды для собаки – это большой стресс. Не все собаки могут разродиться. Очень часто в моей практике это кесарево сечение. Это все миф, что собака пошла, где-то родила и побежала дальше жить счастливой жизнью. Щенки сосут молоко, вымывается кальций у животного. Это патологические переломы и дальнейшие проблемы со здоровьем животного. Стерилизованная собака – это не только здоровье собаки, это еще безопасность для самого человека. Это нет бездомных собак. И очень важно стерилизовать именно домашних животных, потому что если бездомные собаки на улице сами по себе не появляются, не рождаются где-то в лесу, с неба они тоже не падают. Это не стерильные собаки, которые родили, их благополучно щенков вынесли в коробочки, где-нибудь поставили с гуманными, конечно же, целями. Нет, здесь очень хорошее место, приют вообще идеальный, большие вольеры, место операционное очень хорошее, расходный материал хороший, нитки. Тут работа и работа. Стерилизуй, начинать надо с домашних, конечно. Так, за 2 дня совместная акция администрации Сухума и зоозащитной организации «Добрый город» принесла весомые результаты. 48 собак были простерилизованы. Представители «Доброго города» отметили, что из-за полной записи были вынуждены отказать более 30 желающим простерилизовать своего питомца. Волонтеры и зоозащитники выразили надежду на дальнейшую поддержку администрации Сухума в проведении льготных акций. Ведь только стерилизация – единственный гуманный способ сокращения количества бездомных собак на улицах столицы. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Несколько слов об Абаза ТВ. Рады сообщить вам, что вещание нашего канала, которое было прервано в эти дни на цифровых платформах, после проведенных технических работ полностью восстановлено. О спорте. 27 апреля на Краснодарском ипподроме открывается скаковой сезон 2024. Первые скачки сезона посвящаются памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Призовой фонд соревнований обеспечил президент Абхазии Аслан Бжани. На скачки из Абхазии направляется делегация во главе с советником президента по спорту Ахрашуба. Встреча футбольных клубов Арцаху, Очимчира и Гагра, которая состоялась в понедельник на стадионе имени Виталия Дороселя в рамках Суперлиги, завершилась со счетом 3-0 в пользу Очимчирского клуба.
Отметим, что Абаза ТВ – официальный информационный партнер Федерации футбола Абхазии. Мы транслируем все игры чемпионата 2024 года, а также все международные матчи с участием сборной Абхазии по футболу. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 23 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый, умеренный. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23. Температура морской воды 15 градусов. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.